Добрый день, наши юные друзья! Сегодня мы поговорим о великом сыне казахского народа, поэте, который за свою короткую жизнь стал для народа образцом честности и примером бескорыстного служения Родине. Час добропорядочности посвятили Султан Махмуду Торайгырову, чья короткая жизнь, как промелькнувший метеор, осветила на миг общественно-политическую жизнь страны на рубеже 2 тысячелетий. Творческое наследие Султан Махмуда Торайгырова, просвещенного демократа, выдающегося поэта, писателя и публициста начала XX века, сегодня является частью Золотого фонда казахской литературы. Он последователь классической казахской литературы, основанной великим Абаем. В своем творчестве Султан Махмуд поднимал самые важные вопросы своего времени. Султан Махмуд Торайгыров посвятил всю свою жизнь служению Родине и просветительству. «Моя цель — освещать путь моему народу», писал он в своих произведениях. Поэзия Султан Махмуда — это школа поэтического мастерства, патриотизма и гражданственности. Поэт так описывает свое мировоззрение, систему политических ценностей в литературном творчестве. В путь, аул справедливости буду искать, буду землю правдивости, чудо искать, буду чахнуть от жажды, сбиваться с дороги, буду счастье высокое всюду искать. Эти строки отражают жизненные ценности поэта, которых он придерживался в борьбе за просвещение народа. Годы творческого становления поэта выпали на один из самых тяжелых периодов в истории казахского народа, который подвергался духовному и социально-политическому угнетению. Молодой поэт стал вестником достижений передовых на тот период стран мира, развитых в экономическом и культурном плане. Он призывал молодежь открыться миру, заниматься наукой и саморазвитием. Молодежь должна учиться, только знания и труд помогут преодолеть все трудности на их пути. Я бы солнцем зашел над землей, озарив родные края, как смогу я бороться с тьмой, если светить не сумею я. В своих статьях поэт-демократ призывал молодежь оставаться в русле прогрессивных и демократических преобразований новой эпохи, чтобы встать на один уровень с другими народами. Например, главный герой поэмы «Заблудшаяся жизнь» заявляет, что главным ориентиром в жизни и залогом счастья считается богатство. Казалось бы, там, где богатство, там слава, честь и уважение, жизнь свободная от забот, полная удовольствий и радостей. Но вскоре главный герой понимает, что такой подход к жизни ошибочен. Он начинает понимать, что богатство зачастую достается несправедливо и за счет страданий многих людей. Таким образом, главный герой приходит к важному выводу. Скот наживая, сделаться скотом, торжествовать в тщеславии пустом, кого-нибудь всю жизнь душить да грабя и даже не раскаяться потом. Разочарованный идеей богатства, главный герой задумывается о других способах достижения счастья. Он мечтает о славе, власти, военной доблести, либо научной деятельности. Перебирая каждый из вариантов, герой поэмы в конце концов приходит к выводу, что высшей добродетелью является для человека бескорыстное служение своему народу, направлять его на путь истины и справедливости. Я увидать хотел бы мир иной, где не у власти человек дурной, где люди, обозлясь и перессорясь, друг друга не считают сатаной. Поэт заявлял, что если мы стремимся к прогрессу, к числу развитых стран, должны развивать науку, стать учеными. Султан Махмуд также критиковал биев и волостных, избранных для служения народу, но вместо этого погрязших во взяточничестве и интригах. В упомянутой выше поэме «Заблудшая жизнь» поэт так описывает природу справедливости. И горько мне, когда подчас в ответ я слышу, дескать, честных в мире нет и быть не может. Нет, я верю в разум и в то, что разум завоюет свет. В
чем же, по мнению султана Махмута Турайгырова, кроется корень социальных проблем? Именно отсутствие справедливости является источником зла, препятствующим рациональному использованию знаний и ресурсов ради общественного блага. По мнению автора, только справедливость может спасти людей от ссор, человеческих слез и кровопролития. Справедливость — это ключ к счастью и силе. Султан Махмуд Турайгыров — поэт, который словом и делом боролся за светлое будущее родного народа, понимающий его думы и чаяния. Имя поэта останется в памяти народа навсегда. В чем причина наших скорбей и бед? Кто заставил бродяжить славный народ? Лжеучения казахам застлали свет, но с неправдою вместе и горе уйдет. Постигается истина в мире наук. Цель известна, лишь нужно стремиться к ней. Твой народ будет счастлив, сородич и друг, если цель посвятишь ты к мечте своей. Дорогие друзья, мы рассказали вам о султане Махмуте Турайгырове, который всю жизнь боролся за правду, честность и справедливость. В стихотворении «Где душа ищет справедливости» молодой поэт говорит: «Где найду человека, что справедливость искал, звание человека по праву себе снискал, не теряя надежды ради добра и правды, самую горькую чашу выпил, не расплескал». Проблемы, освещенные поэтом, сегодня не потеряли актуальность. «Будь всегда впереди, поступай лишь так, как наш век велел, чтобы растаял мрак, стань упрям и смел». Эти слова навсегда останутся заветом. На этом мы завершаем час добропорядочности. Любовь к родине — это значит быть честным, добропорядочным гражданином. Будем патриотами, будем стремиться к тому, чтобы наша общая родина развивалась и процветала.